Хераса Джамат, уважаемые братья и сестры. Здесь достаточно было уже сказано, я даже не знаю, что тут добавить. Но я думаю, какая-то польза будет. Почему? Потому что я хочу сказать об этом содержании этой книги, и мне посчастливилось где-то в 1994 году прочитать эту книгу. То есть не этот вариант перевода, а сокращенный вид перевода этой книги, она напечатана. Если вы кто-то сталкивался с такими книгами, «Кавказцы и горцы», есть трехтомники, они были изданы еще до революции с такой царской печатью. И в 90-х годах они были переизданы. Читая эту книгу, вот, я почему говорю, подчеркиваю, мне посчастливилось, потому что она стала как бы вот путеводной звездой, что ли сказать, вот так правильно будет, наверное, сказать. И когда я его читал, у меня, вот вы будете читать тоже, обратите внимание, как Мухаммад говорит, я уже полюбил эту книгу, полюбил этого шейха, это не, вот эта любовь к этой книге, любовь к этому шейху у меня вот это в 94-х годах еще заложилась. И она меня выручила от самого, значит, большого заблуждения, скажем, оказаться на стороне тех, кто разговаривает против суфиев, разговаривает против шейхов. Вот здесь я вам хочу вот процитировать, вот, это уже в концовке. Почему? Чтобы у вас интерес тоже был читать. Вот эта вот цитата, она с 1994 года по сегодняшний день, она у меня в сердце, можно сказать. Шейх Джамалдин Одиссюр говорит, мюрид должен следить за своим временем. Провел он его в худуре или в забвении. Худур означает, провел ли он это время по поминанию Всевышнего Аллаха. Если окажется, что он провел его в беспечности, то есть забыв Аллаха, то он отведет забвение от себя посредством покаяния и обращения ко Всевышнему Аллаху и будет тверд в этом поминании Всевышнего Аллаха. Я думаю, что за внимание такое уделено, поминать Аллаха, поминать. Что там такого сложного? Вот, что я хочу сказать. Что там такого сложного, я думаю. И я брал, вот же Аллах, я вспоминаю Аллаха, Аллах, 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 вот результат хочу же я получить тоже. 2 минуты не проходят, я уже ловлю себя на мысли, что я уже забыл, я уже о чем-то другом думаю. Это один момент был. Второй очень важный момент, вы знаете, вот 94-е годы, 5-е, 6-е, 7-е годы, не было мечети, построились мечети, не было проповедников, появились проповедники, появились, которые красиво говорят, и мы, еще ничего не знающие об исламе, только-только начали видеть вот эти вот открывающиеся мечети, мы не могли разбирать, кто и что. И я попал в круг тех людей, которые красиво говорили, но почему-то охаивали суфиев. Все время это суфисты. Такое охаивание было, много чего на них против говорили. А я про себя думаю, слушайте, я читал книгу Суфия, шейха Джамалдина, именно он подчеркивает суфи и так далее. Он там постоянно, он говорит, забыв Аллаха, покайся. Аллаха забыв, покайся, говорит. Покайся и начинай поминать Аллаха. Не говоря о грехах, грехах и так понятно. Просто Аллаха забыв, покайся и начинай поминать Аллаха. Как можно против этих людей что-то говорить? Вот эта вот пропаганда, которая вот среди лаксов, она была очень сильно шла, она у меня в сердце не вошла благодаря вот этой книге, благодаря высказыванию шейха Джамалдина Казикумовского. Альхамдулилля. Поэтому я про эту книгу, которую я там говорил, это был сокращенный перевод, еще в царские времена, сокращенный вид этой книги, она была сокращена своим же сыном шейха Джамалдина Абдурахманом, и потом переведена там на русский язык. Вот. И поэтому, уважаемые братья и сестры, то, что я получил пользу от этой вот сокращенном виде и еще с таким древнерусским переводом, вы, иншаллах, получите то же самое, что тогда мы получили. И хочется еще сказать, чему учат суфи, чему учат шейхи. Это поминание Всевышнего Аллаха. Поминание Всевышнего Аллаха – это повеление Всевышнего Аллаха самого. Всевышний Аллах в Коране говорит, «Аузу биллахи минаш шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим, я айюхаллазина аману зкуруллаха зикран касира». О, те, которые уверовали, поминайте Всевышнего Аллаха многократно. Края нету, многократно поминайте Всевышнего Аллаха. «Фазкуруни азкурукум». Вы поминайте Аллаха, говорит Всевышний Аллах, я буду вас поминать. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит в хадисе
из сборника хадисов имама Бухари: «Масалу лади яскуру раббаху валлади ла яскуру масалу хайи валь майти». Пример того человека, который поминает Аллаха, и пример того, который не поминает Аллаха, это пример, говорит, живого и мертвого человека. Вот этому поминанию Аллаха и обучают нас суфи. И еще они нас обучают чему? Тому, чтобы мы вот избавлялись от этих качеств, нехороших качеств. Вот шейх Жамалтин Казикун, он здесь приводит как раз, какие качества есть, порицаемые качества в человеке, с которым надо бороться, и подчеркивается, человек сам с этими качествами, плохими качествами избавиться очень тяжело будет. Для этого ему и нужен наставник. Для этого ему и нужен, чтобы человек, который будет его направлять, исправлять. Вот такие нехорошие качества какие-то, это злоба, это зависть, это гнев, это самодовольство, это высокомерие, гордость, это скупость, жадность, это алчность, бездеятельность, трусливость, любовь к мирскому. Как с этим бороться? Каждый знает, что это порицаемое качество. Как с этим бороться? Как будем пытаться, не получится. Вот они, врачи вот этих болезней, наши шейхи. Вот. И поэтому он говорит, что, шейх Жамалтин говорит, что шейхи, вот я цитирую, не хочу своим словам сказать, цитировать хочу, шейхи оказались не в состоянии в своих поисках найти для мюрида исцеление, доводящее его до познания Всевышнего Аллаха, более величественное и быстрое, чем постоянство мюрида в поминании Всевышнего Аллаха. Вот поминанием этого зикра, поминанием Всевышнего Аллаха, вот эти вот качества, они уходят. Но кто-то, если скажет, что я же и сам могу поминать, это тоже не получится. Это тоже испытано, проверено. И поэтому шейх Жамалтин Куддис-Рух говорит, однако, говорит, необходимо, чтобы этот зикр проводился по внушению и обучению от шейха, достигшего духовного совершенства, который познал пользу тайн поминания только к шейху, говорит. Понимаете? Альхамдулилля, то, что были у нас такие шейхи, были у нас такие предки, это наше наследие от предков, которое осталось. Проблема сегодняшнего дня не в том, что, например, у нас нету чему научиться наших предков, у нас нету, значит, своего языка. Язык есть, история есть. Проблема в том, что нету желания учить этот язык, нету желания изучить это наследие, которое нам оставлено. Поэтому вот, благодаря вот таким, значит, презентациям, таким книгам, которые для нас, за лакцев, грубо говоря, скажу, да, сделал наш муфтият во главе с нашим уважаемым шейхом Ахмад Хаджи Афанди, мы им благодарны. От всего лакского народа могу сказать твердо, благодарны шейху Ахмад Хаджи Афанди, благодарны Мухаммад Хаджи, который здесь сидит, который это, вот мы сегодня возьмем за пару часов можем его прочитать, труд, который составлялся несколько лет. Понимаете? Баракаллаху. И в конце хочу так сказать. Вот, неужели наследие шейха Жамалтина Казикумухского осталось только в книге? А где же его вот эта духовная часть, которая вот это воспитание и так далее? К нему она откуда пришла? Она пришла, как здесь Мухаммад Хаджи рассказывал, от предыдущих шейхов. И после него тоже она перешла через его учеников. И таким образом она дошла по цепочке до нашего муфтия шейха Ахмад Хаджи Афанди. То, что он муфти, это не значит, что он шейхом стал. Саид Афанди Куддис-Рух, мы помним, он был шейхом, но он не был муфтием. Это совпадение получилось. Это еще более, значит, нам, можно сказать, повезло в том, что и шейх, и муфти нашей республики в одном лице. Альхамдулилля. Как в те времена имам Шамиль, Гази Мухаммад, имамы, ученые, они еще и такие воины, услышав, что есть такой человек, шейх Жамалтин Казикумухский, Кумухи, они пошли к нему. Они пришли к нему как ученики, приняли от него тарикат, стали под опеку его воспитания. Они же не смотрели, он лакис, он Мухаммад Араси Куддис-Рух, который был, он лезгин, не смотрели, они смотрели на их уровень, на их состояние, кем они являлись. Поэтому сегодня я почему подчеркиваю, сегодня такое время, нам, лаксам, тоже не надо смотреть. Шейх, если есть, он лакис или он аварец. Надо смотреть достоверность его цепочки, достоверность его, значит, знаний, то, что есть как раз таки в лице нашего муфтия. Альхамдулилля, нам не надо гордиться, он аварец, мы не пойдем. Он аварец, он наследник, он продолжатель той духовной работы, которую проводили эти шейхи. Баракаллах вам всем, дай Аллах нам следовать этому пути, не оставлять этот путь суфиев. Сколько раз муфти говорит, что мы не следуем тому тарикату, который против шариата. Тарикат, он
служитель шариата, он обслуживает шариат. Мы следуем тому тарикату, который соответствует шариату. Дай нам Аллах в этом тавфик, баракаллах.